Уважаемые друзья, подписчики моего канала, сегодня ко мне приехала вот такая машинка. Сейчас проверим состояние ВВБ. Ну, вижу рестайл или что-то такое. В общем, сейчас будем загоняться и проверять. Как бы еще между делом снимаю. Есть батарейка, короче, 100%. Даже больше, чем 100%. Потому что реально мощная батарейка есть у меня. Прям 100%. Каждый элемент по 7 рублей. На 28 штук. Покупайте, пока не поздно. Такого четкий модуль. Прям будет, блин, работать и работать. Ё-моё. Один только вот есть. Тут 95% в ней. 98-95. Остальные все больше 100. Больше 100% все. Вот два только здесь есть. 98-95. Но все остальное больше 100%. Прям четкий модуль, ребята. Я бы себе его даже оставил. Это чемпион, ё-моё. Кому такой чемпион достанется, интересно. Обращайтесь. Автосервис Апгрейд. Я здесь. У меня маленечко тут верстак вытащили. Скоро будет тут красота, блин. Ладно. Тут будет замена масла, наверное. В общем, человек купил в октябре, говоришь? Да. Ничего не проверял, просто взял и купил, да? Цена вкусная была? Да нет, ну просто нормальный вариант попался здесь. Ну вот я вижу этот. Омыватель фар стоит, сонары стоят. Так. Что еще? Литишка стоит, резина Гоформ. Сам ставил, да? Не, уже была. Была уже. Ну, Гоформ это хорошая резина. Так, смотрим. Ребята, для АКФ специально стараюсь. Так, резина стоит у нас. Сейчас размер смотрим. 195 на 60. R16. О, так что можно, ребята, R16 поставить. Вот размер, пожалуйста, 195-60. Что-нибудь задевает? Да нет, ничего. Проставки стоят? Да. Впереди, сзади проставки, да? Ага. Ну, оказывается, вот такой размер есть. Я вот 16, 195 на 60 на 16. Ну, круто смотрится. Так, уже второе лобовое наклеено. Ну, Кто клеил, сам? сам конечно. Ну, видно, ага, потому что это... А что эту не поставил внутрь? Поролонку. Есть. Есть, да? Да, есть. Ага, так, вторых стекла тоже сам клеил? Нет, тоже по видео смотрел, вот заехал. К этим ребятам, да? Нормально сделали? Да, быстро. Не потеют, ничего, да? Почему? А, блин, ну прижимается, да. Потому что они слишком тонкие скотчи. Я им указывал на это, они что-то, не знаю, стали они менять, нет. Технологию, блин. Так, оплетка руля. Простой руль, но мультируль есть, ребят. Так, что еще есть? Все стеклоподъемники есть, а то я видел бич комплектация. Цикалки есть. Так, мафон какой-то пионер. Так, кнопка старт-стоп. Ага, посмотрим, какое табло. Дай ключики, пожалуйста. Табло посмотрим. Какое табло? А, табло обычное, синего цвета. Ага. Климат. На, Дори ставил. Какая-то вот это вот. Не помню, у меня была такая, нет, этот глянцевый. Так, подлокотник кто-то установил или было уже? А, какой-то колхозный с USB-шками. Китайский. Ну, нужно. Вот USB-шки стоят. Прикольно. А, подогрев руля есть. А, то есть подогрев сидений. Так, что еще тут интересного? Ну, Аква это чисто такой городской автомобиль, так скажем. В общем, человек купил и не проверял, говорит, перед покупкой. Так что сейчас для самоуспокоения, я так понимаю, хочет проверить. Так, сзади. Здесь у меня была тоже болезнь маленечко. Оттопыривался. Вот тут тоже видно то, что зазор. Видите? Чуть стоит бампером воткнуться куда-нибудь. Здесь вот появляется. Плюс еще тут пескоструйная вот эта тема есть. Смотрите, уже ржавчина образовалась. Пескоструи, тут камни летят и почему-то вот сюда бьются постоянно. У всех таких коротышей почему-то такая. Я вот заметил, у коротеньких машин вот здесь вот побито. Поэтому тут берут, вот это все лечат и бронепленку наклеивают здесь. Это проблемные места называется.
Надо Да, заморочиться. бронепленка, да, просто китайскую вот это закажи, в валишке там или где угодно. Просто вот это, карандашиком подмажь Мгм. и сверху пленочкой. Мгм. Ну, можно еще заморочиться, антиржавчину вот эту вот сделать, чтобы ржавчину это убрать. Ну, в принципе, у нас так не гниют машины, как там в Москве там и так далее. Тормоза, барабаны сзади. У меня что было? Одна ступица загудела почему-то зимой, так жестко так загудела, помню. Родная, прям ни с того ни с сего начала. И я ступичный узел поменял. Ну, это когда было, это 2 года назад. Так, еще у меня вот здесь были накладки в цвет кузова. Здесь просто фара сама. Дори Style, первая модификация. Круглые. Но есть сонары удобные. Работают, да? Работает. Пикают так пи-пи-пи-пи, да, нормально. Постоянно. Да, это, кстати, классно, потому что уже не ударишься никуда, удобно. Вот сонар это тема, на самом деле, когда она реально работает. Ну, единственное, то, что бывает снегом забивается, пикает. Приходится выходить там. Тут тоже вот маленечко. Ну, в принципе, у меня не было плавника, тоже простая антенка была. У тебя как она ночует, зимует, как? В гараже, но там получается обогреватель снизу и натяжкой закрывать. А, еще даже до такой степени, да? Ну, вот. Там раньше так было. Да, у меня, кстати, тоже вот эта антенка стояла. Омыватель работает? Работает. Прям дз, да? Да, да. Еще вот момент тюнинга какой-то есть, видите, внутри черным сделано. Как вот недавно я спрашивал там про RAV4 тоже. Снял он этот отражатель Мгм. хромированный и тоже черным, говорит, типа черным оставить. Но там у него торчат эти, ну, куда болтики вкручиваются. Да. Понимаешь? Когда просто этот отражатель убирают. Ну, это старая машина, есть вот какую-то светодиодную лампочку воткнули. Ну, в принципе, цвет классный, серебристый, самый практичный цвет 1.7. Он одноцветный, кстати, ребят. Вот кто-то про цвета говорит, вот я вот пытался тоже сам красить и так далее, да? Ну, как бы я для себя могу покрасить. И вот этот цвет, он всего лишь идет просто база, один слой, Мгм. и один слой лака. Без ничего вообще, просто красишь одним слоем и лаком покрываешь, все. Не так, как другие цвета, там в несколько этапов красятся, допустим, перламутр, белый перламутр 0,70, вот Снежка, у него 2 слоя. Получается, первый слой база, второй перламутр, и третий лак. Можно, короче, на этом этапе, на этапе перламутра можно обосраться. Ну, в принципе, тут всего лишь на этапе первой краски можно. Ну, это простая краска, я, в принципе, ее сам подбирал. Банку покупаешь, образчики ставишь вот здесь и смотришь по количеству. Вот видите, вот сколько этих, ну, блесенок. Видно же блесенки. И по количеству блесенок краску подбираешь. Бывает 2 вида, допустим, там у меня была Мобихель была и еще какой-то Чемпион или что там. И вот я у Чемпиона прям вот количество вот этих зернышек было одинаковое. Поэтому банка Чемпиона у меня есть. Ну, сейчас уже у меня другого цвета машина. Ладно, отступление. Так что поэтому будем сейчас быстренько снимать. Но тут тоже, видите, вот. У меня тоже так же было. Я просто ее вот брал, обрабатывал вот это вот антиржавчиной кусочки, чтобы эту поднять ржавчину. Потом карандашиком пык-пык-пык, и все. Ну, пленку я не клеил. У меня просто не было пленки. Если была пленка, можно было пленочку вот здесь на проблемное место наклеить. И все. Еще где-то было, по-моему, где-то еще было у меня. Я ходил, подмазывал, все эти штучки следил. Но черный цвет прям видно было, все царапины, всю фигню. А на серебристом так не увидишь. Даже если будешь тряпкой мыть, он так не бросается в глаза. Хотя вот видно то, что вот тут есть царапина, вот она. Вот она царапина, видно. Ну, как бы под каким-то определенным углом. Но ее не видно, блин. Серебро. Да, в серебре не видно. Ну вот сейчас видно. А на черном все видно, блин. Поэтому такой, хоть и полированная, хоть керамикой у меня покрыта, все равно все видно. Имеется вот на крыше, кто-то скажет, что там, снег упал, что ли, тебе? На самом деле это специальная аэродинамическая такая тема, чтобы потоки воздуха, ну, понимаете, да, там миллиграммы экономятся, но и вот видите, как идет спойлер. Такой, чук. У всех, кстати, спойлера есть. Бывает, вот сейчас это еще сыромяжная машина. У Филдера уже пластика не воткнули. Да? Зажопились, короче, на металл. Представь, сколько надо металла там в формате конвейера. Угу. Сколько металла, вот, ну, чтобы эту крышку сделать.
А пластик можно делать. Вот пластик, переплавил его. Ну, понимаешь, да? Сейчас, ну да. Переплавил, там что-то добавил, какие-то вот эти вот смолы там. И все сделал, и она вот у Филдера уже пластик идет. Она дешевле, по идее, чем металл. Металл-то дороже, в любом случае. Изначально этот металл же его с земли достали. Вот. А пластик, что у него? Пластик это уже засрали весь океан. Ладно, будем снимать. Буду снимать батареечку, ребят. Не пугайтесь бардака, тут просто, ну, короче, на виду марафет. В принципе, отдельным видео буду снимать до и после, блин. Вот. Плюс еще установили пожарную сигнализацию здесь. Вот, это тоже нужно. Снимай, пожалуйста. Вот прибавлять, плюс, вот минус. Сейчас мы чуть-чуть приоткроем. В общем, Аркадия Паровозова сейчас будем опять делать. Аркадия Паровозова. Так, сетка нормальная. Сетка нормальная. Но... Так, сейчас при хозяине скроем, посмотрим контакты. Контакты. Смотрим контакты. Так. Ну-ка. Ага, зелененькие. Здесь маленечко окислы. Вот здесь двумя руками, вот так если возьмешься, так пощипаешь маленечко, тебя пощипаешь. Так, с этой стороны. Какого года автомобиль? 14-й. 14 год. Машине уже 9 лет, почти 10 лет. Скоро 10 лет машинки. Надо полагать. 10 лет, ребята, никто не лазил тут. Старая дева. Девочка, аквачка. Так, посмотрим сейчас. Так, секундочку. Посмотрим сразу. Серийник 12, внизу должен быть 13. Хоба, 13, дальше 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, вот 62, 63, 64. Короче, все по очереди, ребят. Девочка, никто не лазил, никто не гладил. Фетишизм тут своеобразный. Технопорно. Поглаживаю я, может возбудить. Ладно, шучу. В общем, сейчас крабики. Сперва зубной феей надо пройтись. Так, секунду. Сперва зубная фея. Почистим зубки. В принципе, вы это можете самостоятельно, ребят, делать. Вскрыть, зубки почистить вот от этой вот всей фигни. Старая зубная щетка-то у всех, наверное, есть. Вот видите, вот здесь вот как было, вот накипь вот это вот. Берешь вот. Отлично очищает зубы и десна. Ну, все, вычистил. Хоба, смотрим. Но все равно чуть осталось. Но главную сняли. Но состояние такое, как бы, на троечку. Видно вот сейчас. Погодите-ка, я сейчас стабилизируюсь более-менее. Вот. Моменты какие. Но это надо. В любом случае обслуживание должно быть. Раз в 10 лет обслуживания вот добралось. Ну, японцы, им пофиг, у них уровень жизни другой. Сломалось, пришли по гарантии, поменяли. Все. Одометр показали, там сколько-то тысяч километров не прошел. А батарея из строя вышла. Меняйте. Да, но даже не сколько дешевле, сколько просто, может, гарантия есть.
Они скажут, все, мы за базар отвечаем. А сейчас она уже к нам приехала, уже какая тут гарантия. В общем, может быть, у них и есть там до 150 тысяч она должна ходить. А если вышла из строя, то меняет по гарантии. Потом ее вскрывают, проверяют, что да как, свои думки делают, чтобы это устранить. Либо говорят, а пофиг, и так ходит. Какой-то процент там статистику занесли выхода из строя. Ну да ладно, с другой стороны сейчас тоже зубки почищу. Хава. Ну вот, летит все. Вот так. Видно там, нет? Ага. Вот зубки почистил. Но контакты все равно менять. Контакты в любом случае менять, раз залезли уже. Они такие грязненькие уже. В общем, снова в этом ракурсе снимаю. Аква. Какой год там был? 14-й год, да? 14-го года, 809 номер. В общем, 66 было, 16,66. Разница 0,07. Первый этап. Вот до этого был Филдер, 3 этапа прошел. Приус 20. Ну, 20-ки другой этот. Сейчас я найду чемпиона. Акву чемпиона. Сколько она этапов прошла? 7 или 8 этапов прошла. Не знаю, хватит мне здесь места, нет? Но выглядит бодро. Выглядит бодро. Смотрим. Расход какой? Показывает. Сейчас 8 примерно. 8 литров. Ну, это вот я прогреваю, получается, сейчас. С прогревами 8 литров, сейчас зима. В принципе, нормально. Но это с учетом того, что человек не знал, как пользоваться печкой. Всегда у него на хай было. Всегда на хай. Ну, понимаете, да? Максимально. Это равносильно тому, что газовый котел в частном доме поставить на максималку. И хотите, чтобы он у вас экономил. Такого не будет. Выбирайте температуру 25,5. Все, это комфортная температура. Вот здесь у меня сейчас помещение, вот здесь, я вот в кофточке, да? Помещение, кофте, 22 градуса. Комнатная температура 22 градуса. Зачем вам этот хай? Хай это 30 с копейками, ё-моё. Да, по старинке. Ну вот обычный, допустим, вот из Вокси приехал обычный. Видите, он даже задний кенгурятник залепил специально, чтобы ему там тепло было. В район, но все равно мог бы пэт-пленку приклеить. Ну что это такое? Пассажир-то тоже хочет хотя бы в окошко смотреть, ё-моё, бля. Ну да ладно. Не мне его, как говорится, учить. Вот. Теперь. А вот и хозяин топает. В общем, у него постоянно калматит. Ему можно хай ставить. Но опять-таки вопрос в том, что он выдувает все тепло с двигателя. Двигатель видит то, что ему холодно, и начинает по обороты прибавлять. Чем больше оборотов, тем больше топлива тратится. Так что, ладно. Первый этап где-то 4 минуты он идет, смотрите. 4 минуты 22 где-то. Поэтому за это время можно пока кофеек оформить, там руки помыть. В общем, сейчас второй этап включу и пойду руки помою, кофейку оформлюсь. График, видите, как формируется четко. Прям ровненько график идет. Пуля в пулю, как кто-то говорит. Разница минимальная 0,06. Ну, я уже чувствую то, что батареечка четкая. Единственное, то, что может быть, если вот так середина сейчас просадит, единственное, можно будет перетусовать. Чисто продлить ее срок службы. Прям заметно срок службы продлить. Как я всем объясняю, там, когда крыша проваливается, можно перевернуть крышу. Но это можно делать, когда маленькая разница, еще раз напоминаю, ребята, когда маленькая разница, до 15, ну до 20, 0,20 можно. Но если будет больше, и в своих колхозных условиях это в гараже будете делать, то лучше этого не делать. Только навредите, потому что края будут быстрее просаживаться, и батарейка будет умирать быстрее, так скажем, неравномерно. Серединка даже не сможет напрячься, так скажем, а уже по бокам откололись. Поэтому тут баланс должен быть. В общем, ладно. Первый этап идет. 4 минуты должен быть. 4 минуты 22 секунды. В общем, как-то так. А там у меня вот 2 батареечки проверяются. Есть у меня, кстати, одна батареечка, прям 100 с копейками процентов. Прям вот вставлю, наверное, в ролик в этот. 100% прям. Я даже удивлен. Но как она так, блин, и там тоже 10-го года или какого-то года, как она могла
100% сохранится, я не знаю. Ну, видимо, просто не эксплуатирует. Так, первый этап быстро записываем. 4.21, 4.21, 15, 15.47, разница 0.0, ух ты, 0.04 разница была. 0.04 разница была, ребят. Это просто, блин, супер. Я, кстати, еще заметил такое, то что вот именно вот Аква, да, вот когда в порядке, вот старенькая вот такая. Почему-то вот этот чемпион, который у меня сейчас я найду, она тоже 10, это до рестайла была. До рестайл, когда вот эти вот старого образца, вот первый ген 1. А когда ген 2 уже сделали плоские, они почему-то вроде как бы модернизировали, но что-то сделали, что-то пошло не так. Понимаешь? Может, для наших условий? Нет, они модернизировали вот именно вот эту батарейку, модернизировали, но она почему-то хуже. Мне почему-то кажется, что вот эта вот батарейка сильнее. Это как раньше был, допустим, 70-й этот ног, да? Какой он был такой кондовый, мощный. И 80-й. Казалось бы, микрик микриком, вроде как бы по понтове стал, а, блин, что-то не то, блин. И тут то же самое. Вот это было крепкие батарейки, вот эти вот. А сейчас гладкие, которые сделали, по-моему, они вроде как бы помощнее, но ходят меньше. Что-то у меня вот такое подозрение почему-то. Потому что даже свежие машины уже приезжают, свежие альфарды там и так далее, приезжали уже с ошибками по батарее. А это 10 лет, непонятно где она, блин, 10 лет была, сколько стояла, сколько там хозяев было и так далее, да? Ну 9 лет. Ну, да. Сколько? За 9 лет этот человек уже пошел уже во 2 класс, блин, ё-моё. Разговаривает, уже пишет, уже читает, уже матерится уже вовсю. Так, ребята, вот она. Первое место Аква. Она 17-го года была. Так, стоп. Так, ребята, второй этап мы прошли. В принципе, где она? Ё-моё. Ну да ладно. Потом вернемся. Вот второй этап прошли, и результаты, в принципе, нормальные. А вот у нас рекордсмен. Первое место Аква, черная, 330 номер. 17-го года, кстати, она была. До рестайл уже. И прошла она 9 этапов. Представьте себе. Все по 3:30, 4 минуты 38 секунд. Как медленно разряжалась. Чем медленнее разряжается, а тут уже 4 минуты 21 секунда. А тут 4 минуты 38 секунд первый этап садился. А начинал я с какого? Блин, вот я не знаю, со скольки там. Вот раньше я не писал. Именно по первой я не смотрел, сколько вольтаж был. Но не суть важно, короче. Главное, что 9 этапов она прошла. И все. Как правило, всегда я просто заезжает машина, когда она же своим ходом заезжает. Как правило, всегда на электротяге. А если на электротяге заезжает, значит она уже заряжена. Ну, в номинале, так скажем. Не в максимале, а в номинале. Когда EV режим включен. То есть там даже Да. не влияет, да? Да, по сути, 16 вольт, короче. Вот я, допустим, свою вот, моя вот батарея тоже 16 вольт начала разряжать. 16 вольт, 16.17. А мы твою начали разряжать 16, там больше даже было, 16 сколько там. Вот в Окси тоже был. Вообще с 15. Не столь важно со скольки вольт. Главное, что она, вот мы начали 16.66. Так, разбег 0.09 пока. Так, это уже 3-й этап. Ну, в общем, вот такая вот Аква есть. 17-го года. Нормально, как бы. Ну, вот такой талмуд у меня, ладно, не будем. По факту, все, по факту. Как бы сейчас хозяину объяснил, именно не столь важно, сколько она была заряжена. Главное, чтобы она вот 14 вольт, 14-30 где-то вот, чтобы она держала вот в этой разнице. От 14 до 14, ну там,
ну, до 15, грубо говоря, вот в этом диапазоне, чтобы она именно держала вот 15 вольт, грубо говоря, ну, 14,5. Держала, 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 держала до последнего. Под нагрузкой, чтобы стояла, стояла, стояла. Это как аккумулятор, когда крутишь, вот этот вот. Чтобы она вот это выдавала, чтобы крутился мог стартер, допустим, он же крутит, 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 вот чтобы он, чем дольше он этот стартер будет крутить, а потом уже и все, нахуй. И тут то же самое, до 14 вольт она вот по времени крутит, крутит, крутит сейчас. Но тут их много батареечек, ну как много, 20 штучек всего. Но ходят, ходят, мне очень нравится в принципе, как они ходят, считается самый экономичный автомобиль в своем классе, так скажем. Ну сейчас, может, уже китайцы что-нибудь сделали там. А, еще сейчас появился этот, но он не такой, по-моему, экономичный. Этот E-Power, который Nissan. У него там другие, так скажем, технология другая. Догоняющий. Так, третий этап, быстро записываем. Так, 14:36, 14:36. Время 4:40. Почти 5 минут почти. 0:09. Все, дальше поехали. Все, дальше поехали. Четвертый этап пошел. В общем, тут хороший результат, отличный результат. Это 7. Вот видите, по 3 этапа проходят. Фильдер. Фильдер какого года там был на Воссонах? А, ну 14 где-то год. И он всего 3 этапчика прошел. Но там уже лазили в батарейку. Здесь девочка. Ладно, буду кофеек наливать. Итак, ребята, подходит к концу проверка. 6-й этап. 3 минуты уже. Серединка просела. Вот уже 3 пары вышло. Я всегда сажаю до 5 пар. Прям ровно, видите, серединка. Это значит проваливается. Ну вот еще один выпал, 4. Ну давай 5-го. Давай 5-го. А вот 1, 2, 3, 4. О, все, уже 5. Все, хорош. Тормозим. В общем, 6-й этап. 6-й этап. 6-й этап. Прошли 3 минутки. 48. Слили 307 махов, короче. Так, 307 махов слили. Ну и разбег у нас хороший. 0,05. Вообще четкий разбег. Моя рекомендация. Серединка. Серединка просевшая. Перевернуть. И все. Перевернуть, контакты поменять. И все. И четко зарядить. И будет работать. Так, 1, 2, 5 этапов, 6 этапов. А всего должно быть 9. Максималки 9. Ну, грубо говоря, 70- может максимум 80% у нее осталось. За 10 лет, ребята. 30% она потратила. За 10 лет. Это вообще офигенный показатель. В общем, сейчас с человеком переговорю, деньги есть, нету, делаем, не делаем. И все, собираем. Как бы включусь чуть попозже. Так, смотрим контакт. С двух сторон посмотрим контакт. Так, сейчас еще приближу. Почти четко было. Хоба. Задняя часть. Смотрите, какое язвы. Дердявчина, ржавчина, язвы. Вот тут вообще черный. Конечно, деградировать будет, куда. Кто-то там мне говорит, да не, из-за этого ничего не происходит. Ну как, блядь, не происходит, ё-моё. У тебя такие зубы черные будут, что ничего не будет происходить, что ли? Она явно так не должна быть там. Ну это хейтеры, чё. Вот единственное, где чистенькие, видите? Ну тут места нет такого соприкосновения. Смотрите, какая чистота прям блестит. Ну и вот мои контакты. Чистой химией, без всякой риски. Все блестит тоже, как поросятки блестят. Чуть-чуть вот есть вот какие-то вот такие вот мерцания, но это не наждачка. Это чисто из-за того, что она друг об друга там, когда моется, чуть-чуть соприкасается, чуть-чуть царапается. Ну вот.
Фига себе. Вот я говорю, один какой-то мне пришел, блин. Трейдин. Ну-ка. Риска есть. Вот этого поменяю сейчас. Так, заменил. В общем, говорю, какой-то мне один пришел ушленький. Да, поменяем, а я что-то не заметил, что он наждачкой, блин, фигачил их. Я один пришел с наждачкой, у меня видео было, где ремонт, ну, нету денег на ремонт. В общем, я его, контакты ему отдал, короче, я свои продал просто за деньги. В общем, как-то так. Ладно, вот эту косу ставим, шину, это мы... Это я потом, короче, время будет, доберусь. Ну и всегда... Ну-ка. Динамометрический. О, красавчик, нифига кубатурил. В общем, всегда надо протягивать, ребята, моментом. Вот, смотрите. Видите, как ломается он. Ой. Не-не, это он внутри. В общем, всегда протягиваешь динамометрическим ключом. Штука прям незаменимая, потому что перетягивать нельзя все это дело. 5 нанометров. 5 нанометров. Все чистенько. Все. Я считаю, что это самое правильное решение. Вот. Ну, в принципе, это копеечное, конечно, решение. Вот. Кто-то может меня осуждать за эти копеечные, но с завода, видите, все равно маркер есть. Такой вот завода. Это заводское исполнение. Да, есть цвет розовенький. Но это правильное решение, продлит жизнь, реально продлит, очень-очень жизнь продлит этой батарейки. Во-первых, нету пыли, во-вторых, нету кариеса. Ну, я так называю кариес, это этих зеленых вот этих контактов. Плюс все гаечки протянуты грамотно. Все тут продуто, все прочищено. Крыша не провалена, в принципе. Остаток батарейки 70-80%. В общем, еще побегает. И неплохо. Тем более вводный курс рассказал по гибридам. Первый же, да, гибрид? Да. По гибридам вводный курс, как печку выставлять, как... Ну и вообще, в принципе. Все. Собираем. Хотя нет, не собираем. Сейчас разрядим ее. Чуть-чуть, получается... 400, 500, 600, почти 700 миллиампер было залито. Вот. Так, чека безопасности. Угу. Ну все, разряжаем. Зарядку убираем. Разряжаем. Поехали. Посмотрим. Сейчас должно быть, середина должна быть зеленая, бока должны первым уйти. Но это вообще четкая на самом деле процедура, как бы жестко продлевает жизнь, так скажем. Ну не жестко прям, но пободрее становится. Это равносильно тому, что просто машинку, так скажем, привести в порядок, там помыть ее там и так далее, ходовочку подделать, вот типа вот что-то вот в таком духе. Вот просто взбодрить, почистить, поменять контакты, перекинуть местами. Те, которые раньше на расслабоне были, их более тяжелые условия, а те, которые 10 лет стояли, работали там каждый божий день, их на расслабон, на чили, они как бы пенсионеры. Потом можно будет опять перекинуть, в принципе. Но опять-таки не пролюбить, главное, этот момент, именно вот разбега большого. Если, допустим, 300 будет, там уже смысла не будет. Ну, уже будет реально проваленная крыша, там куда она пробитая уже. Там уже переворачивай, не переворачивай, уже ничего не получится. А когда еще не запущенная, ну вот разница маленькая. Ну до 20, грубо говоря, можно. Можно до 20, хотя 20 это уже много. В 20 уже тусовка нужна, а не просто перекидка. Это уже другая история. Все, как я это делаю, как бы не показываю, потому что ребята тоже конкуренты, все это
Ну, зачем? Прям все секреты рассказывать. Кто понял, тот догадался. У кого голова есть, кто соображает, кто понимает, что я сделал. Тот и без меня догадается. А кому на готовенькое надо, те уже... Ну, в принципе, я учился. Вот. Мне это показали, мне это объяснили. Я, в принципе, понял, зачем это делается. И теперь помогаю людям, так скажем. Конечно, это плохо с какой-то стороны, то, что у человека будет дальше машинка ходить. Он ко мне только будет приходить на обслуживание и все. На ремонт уже вряд ли. В ближайший год, может больше. Так как батареечка 70% будет бегать и бегать и бегать. Короче, это, грубо говоря, контрактная батарейка стоит здесь сейчас. В общем, что и требовалось доказать. Видите, середина вся зеленая. По бокам попадали. Разбег 0.08, 0.11. Но она потом устаканится. В принципе, скоро серединка встанет в нормальное положение. Все. 4. Давайте 5-го дождемся. Для картины. Чик. Ну. Давайте 5. Так, перекинул. Так, все 5. Ну все, видите, как ровненько. Ровно середина зеленая. Что и требовалось сделать. Ладно, сейчас заряжаем. Ну, понимаешь, да, график? Да, понял. Все. Четко прям. Ну, разница не совсем уж прям. 0,9, видите? Там по 14, а тут 0,9 максимально. В середине. Но она середина испытывает большое напряжение, поэтому она будет садиться быстрее. И как бы износ будет, ну, уходить, и потом вообще все четко ровно будет. Ладно, заряжаем. И сборку продолжаем. И что получается, но в этой батарейке 1, 2, 3. Да. Так, админ попадает у нас в кадр. Нормально. Владислав, baby, don't hurt me. No hurt me, no more. Батареечка собрана. Пойдем установим. Все, установил. Смотрите, еще какой. Типа это лайфхак или кто-то сам так сделал? Или японец заморочился, окантовка хромом. Смотрите, какой большой динамик тут можно. Удел на автозвук, да? Такой, блин, здоровый. Прям смотрите, как. Ё-моё. Нормально. Тут 20-й, что ли, блин, стоит. Че-то круто слишком. Но у меня была прокачанная аква. Шумка была. Тут тоже шумка? Нет. А я не знаю. Но спереди точно. Барабан. Нет, шумки нет. У меня была зашумлена. И нормальная акустика стояла, сабвуфер там под сидушкой стоял. А этот усилитель и сабвуфер в багажнике был. Нормально так качало. Так, сейчас хозяин заведет машинку. Ага. Присаживайся. Смотрим, чеки горят, не горят. Ну, ничего не должно гореть. Сейчас дроссель горит, еще надо почистить. Почистим дроссель. Оп, все, ничего не горит, все четко. Газ нажми, пожалуйста. Все завелось. Глуши. Глушь. Капот открывай. Посмотрим. Так, 2 дырки есть, ребята. Повыше можно понять, пониже. Что хотел спросить, говоришь? Как мыть под капотом? Под капотку как мыть? Ну, просто керхером моешь и все. Ну, керхером моешь. Только без фанатизма, конечно. Стараюсь вот сюда не направлять сопла. Вот сюда, вот сюда. Ну, чисто так как бы. Слегонца вот это все. Чуть-чуть химию побрызгаешь, но не ядовитой, не тысячником. Что-нибудь 2000, либо профамчиком там. Вот так вот. Потом пш, и все. Ну, на мойке лучше не, да?
На мойке, на мойке? Да, Да, ну мойку Просто подальше я держать. возьму там. Нет, Подальше держать. Прям в упор не надо долбить. В общем, сейчас дроссель почистим. Да? Почистим дроссель. Ну и все, в принципе. В общем, это перенесем на другой раз, когда человек помоет здесь все по красоте. Есть у нас мойки закрытые. ну, нет, я хотел там, это, Что? ну, ездить второй моет. Ну, в принципе, без проблем. Главное, вот сюда особо, без фанатизма. И все. Я мыл спокойно, как говорится. Если тут колхоза никакого нет, никаких, кроме сигнализации, там, допустим, просто бывает сигнализацию рукожопы установят. В общем, сейчас, пока грязь, не будем тут ничего чистить. Потом ЕГР почистим заодно и дроссель. Ну все, закрываем, буду отпускать. Ну, видите, какое состояние пылиги. Это не есть хорошо, так скажем. Давай, выпускать будем. В следующий раз. О, положить одеяло. Ну все, машинка. О, погоди. Погоди. Сейчас найдем хозяина вот этой вот машины. Че, давай. Назад. Давай, нормально. Там потом вот так попой туда заворачивай, сразу туда. Он туда заворачивает за Леона. Да, вот так выворачивай. Давай, удачи. Так, ну что, приборочка теперь. Сейчас пойду прибираться, блин. В своем помещении, которое внизу, блин. Вот в наше время, когда мужчины пропахли Живанши, Дольче Габбаной и прочим говном, вот то масло и та соляра, которой пахнешь внутри, вот это настоящий мужской запах. И мне кажется, что реклама вот всяких аксов вонючих, когда женщины кидаются, да, на мужчин, вымазанных гомосексуальной мразью, женщины должны бросаться, кидаться, сосать то, что вымазано мазутом и маслом. Вот эта машина пахнет мужиком. А если вы сосете тому, у кого Дольче Габбана в Порше, значит, вы, девчонки, неправильно сделали выбор в жизни. Сосете говно.